Законодательное регулирование и господдержку малого и среднего бизнеса в регионе за круглым столом обсудили правительство, парламентарии, предприниматели и депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Решено подготовить поправки в 44-й федеральный закон о госзакупках, которые создавали бы преференции в конкурсных процедурах для местных производителей и могли бы защитить их от поглощения крупными федеральными компаниями. Кроме того, предстоит рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне нормативных документов, регламентирующих следственные действия силовых структур в отношении бизнеса в более прозрачной форме. По данным уполномоченного по правам предпринимателей, второй год растет количество жалоб по необоснованных уголовных преследованиях. Дела закрываются, но к этому времени часто репутация, прибыль, а то и бизнес уже потеряны. К сожалению, любой состав 159 статьи подходит под любое экономическое преступление. И вторая часть, 32 статья налогового законодательства, она должна быть усложнена. Там вопрос в чем? Что только после суда, утверждения решения суда, налоговый орган может или обязан будет отправить. Сегодня этой нормы ограничений нет. Комплексную помощь бизнес-сообществу теперь оказывают в Центре поддержки предпринимателей «Шонде». Одно из ключевых направлений – предоставление возможности получения доступных кредитов. Для тех, кто только открывает свое дело, работает первая в республике краудфандинговая платформа «Зарнишайт». Это сайт для поиска инвестиций под проекты. Кроме того, в регионе приняты меры для расширения рынков сбыта местной продукции. Создана региональная торговая сеть «Мата». На сегодняшний день 7 магазинов данной сети – это Сыктывкар, Эжево, Усинск и Прилузский район Вячево. Мы неоднократно встречались с представителями федеральных торговых сетей, представителями региональных торговых сетей по поводу тех проблем, которые сегодня сталкиваются наши предприниматели со сбытом продукции. Что нового, что мы предлагаем реализовать в плане данного вопроса. Но есть такое понятие «магазин в магазине», шоп-ин-шоп. Это такое более современное направление. Мы в этом направлении работаем. В регионе работают 4 федеральные торговые сети, в которые малым предприятиям трудно попасть из-за небольших объемов производства. А потому в Министерстве сельского хозяйства ищут и другие способы продвижения местных товаров. Доля обеспеченности собственной продукции в регионе от 25 до 70% по разным категориям продуктов.